Происходящее в нашей стране напоминает мне игры нашего детства, когда мы, не обремененные гаджетами, развлекали и развивали себя самостоятельно. И считали до 3, давая щедрую фору тем, кто никак не может спрятаться. 3, 2, 2 на ниточке, 2 на иголочке, продолжал ведущий, понимая по шуму за его спиной, что малыши все еще мечутся в поисках укромного места. Можно было бы считать до 7, до 9, но почему-то до 3, и еще на поход. Кто не спрятался, я не виноват. Такая ассоциация у меня возникла после последних событий, связанных с попыткой передать апартаментам законность. Олигархи это называют гарантией. Смешная наивность. В мире, где никогда не соблюдались права как частных, так и государственных собственников, олигархи решили заполучить законы для личного пользования. То ли история ничему не учит, то ли забыли про неписанные правила бумеранга. Но да бог с ними, с олигархами. Вернемся к событиям, которые послужили поводом для моего ассоциативного ряда. С 17 июля, когда в парламентском комитете под давлением Аслана Бжания в экстренном порядке обсудили и рекомендовали законопроект, позволяющий строительство апартаментов в Восточной Абхазии, в стране начались массовые акции протеста. В них приняли участие представители всех слоев гражданского общества. Они стали стимулом для выражения недовольства даже рядовых сотрудников государственных учреждений своим руководителям, публично поддержавшим президента. И это не только Гагарское районное собрание, которое открыто высказалось против апартаментов. Были и непубличные протесты. Известно, что сотрудники СГБ и Конституционного суда выразили свое несогласие своим руководителям, заверявшим Аслана Бжания в коллективной поддержке его инициатив. То есть за эти 10 протестных дней на легитимности президента Аслана Бжания, инициирующего антигосударственные проекты, был поставлен крест. Но и легитимность Народного собрания парламента была поставлена под сомнение. Избиратели во всех районах страны говорили «нет» апартаментов, требовали моратория или законодательного запрета, и к ним поэтапно присоединялись депутаты парламента. Те, кто не присоединились, сидели тихо и от встреч с избирателями уклонялись. На защиту своей инициативы Аслан Бжания смог выставить только подневольных сотрудников силовых органов, которые всем своим видом показывали, что при первом же натиске сдадут позиции с чувством глубокого удовлетворения. Затаились даже правительственные партии, которые за все время противостояния общества и власти не издали ни единого звука. Отзыв законопроекта, вызвавшего волну протеста в обществе, в этих условиях означал снижение градуса напряжения и передышку для власти до очередной завуалированной инициативы по распродаже страны. И парламент принял решение отозвать законопроект, который за неделю стал абсолютно непроходным. По всем законам жанра ситуация складывалась как нельзя лучше, и общественности надо было дожать, потребовать от парламента принятия законодательных актов, запрещающих строительство апартаментов по всей стране, отзыва законопроектов, направленных на удовлетворение интересов российских олигархов. И парламент, судя по всему, был готов к такому развитию событий. Но роль личности в истории никто не отменял. Выигрышное по всем пунктам собрание представителей абхазской элиты, которое прошло в Сухуме 26 июля, на котором ученые, музыканты, художники, ветераны войны, общественные деятели, в том числе и сторонники Аслана Бжания, дали негативную оценку его президентской деятельности и потребовали принятия законов, защищающих страну от уничтожения. Вроде все правильно, но черт кроется в деталях. Почему-то они обратились не к депутатам, а к Аслану Бжания. И это по определению бесполезно. За более чем 4 года этот политик ни разу не услышал общественность и в ответ на любое требование укреплял решетки, стены, заборы, покупал бронеавтомобили и увеличивал количество своих охранников. Не верю, что кто-то не заметил, как статья из Конституции о народовластии выпала из обихода гаранта Конституции. Реванш Аслана Бжания последовал незамедлительно. Заказное интервью телеканалу «Россия-24» он давал на государственном
собственной даче, где живет. Здесь он назвал всех протестующих деструктивными силами и агентами иностранного влияния. И кому-то пообещал, что парламентом будут приняты поправки к законам, гарантирующие дополнительные, плюс к существующим, льготы российским олигархам. Одновременно Бжаня встретился со своими сторонниками, сослал своего Шурина, возглавлявшего СГБ, но не оправдавшего доверия, в почетную ссылку в Совет Безопасности. Тимур Ахиба понижен в должности, но получил утешительный приз – очередное генеральское звание. Здесь же на встрече Бжаня дал установку на преследование общественных активистов, принимавших участие в акциях протеста, поименно. И да, не могу не отметить, что после окончания акций протеста, отзыва законопроекта и после собрания интеллигенции вдруг очнулась от летаргического сна партия власти Амцахара. Мы абсолютно убеждены, что законопроект не несет никакой угрозы стране, а наоборот будет способствовать улучшению экономической ситуации в Восточной Абхазии, говорится в заявлении. А это значит, что фора на ниточке, на иголочке, которую так неожиданно, вопреки логике и требованиям, звучавшим на собрании общественности, выдали Аслану Бжане в резолюции собрания, обернется возвращением законопроекта в парламент в том или в ином виде. Сегодня, 29 июля, парламент провел последнюю в этом сезоне сессию и ушел на каникулы до сентября, одарив депутатов первого созыва пенсии, которая в десятки раз превышает выплаты пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и другим социально незащищенным слоям населения. На этом политический сезон закончен. Занавес. Будем ждать бжаниевских сюрпризов по осени. Может, и считать к тому времени научимся без ниточки и иголочки. Игры-то не детские.